10 лет назад, когда независимая Абхазия впервые выбирала себе президента на альтернативной основе, Рауля Хаджимба называли безусловным фаворитом. И дело даже не в его головокружительной карьере, которая за короткий период уместила в себе руководство службой государственной безопасности, затем министр обороны и под конец премьер-министр, она бывает у многих, а в тех качествах, проявленных на этих должностях: компетентность, ответственность и, самое главное, честность Рауля Хаджимба не могли не подкупать. Тем более и основатель современного государства Владислав Ардзинба назвал его своим преемником. Но в том далеком 2004-м президентом Хаджимба не стал. Предпочел расколу общества политический компромисс, согласился на новые выборы и избрался в тандеме с Сергеем Багапш вице-президентом. Не все приняли этот компромисс, но для Хаджимба интересы страны всегда были выше личных политических амбиций. Некоторые эксперты за такую позицию окрестили его тогда мягкотелым и фактически поставили на его политических перспективах крест. Но Хаджимба показал свой истинный характер в самое сложное время и не сдался, не ушел из политики и продолжил свою борьбу. Есть то, что не изменилось и, думаю, никогда не изменится. Это мои политические взгляды. Но Хаджимба, как политик за эти годы, конечно, изменился. Я совершенно сейчас представляю все то, что прожито, иначе, чем тогда, понимаю в большей степени то, что называется политикой. Сегодня я вижу ее изнутри. И на уровне власти, и на уровне общества. Это невозможно просто узнать из учебника или, сидя в кабинете, сформировать это мировоззрение без политической борьбы. Это школа, которую нужно было пройти. Нельзя быть политиком только во время выбора. Политика – это ответственность и профессия без выходных и отпусков. У меня был опыт государственной работы. Это и служба в СБ, в армии. Но не было того политического опыта, который есть сейчас. Ведь политика – это не только чиновничий опыт. Это умение слышать людей. Это умение находить, с одной стороны, компромисс, а с другой – быть жестким и последовательным. С годами у меня появилась гибкость во взаимоотношениях и с оппонентами, и союзниками. Нужно учиться слышать и понимать то, что говорят и оппоненты. Без этого нет политического деятеля. И, кстати, мы доказали, что способны к объединению через Координационный совет. Можно так сказать, от объединения политических организаций к объединению общества. Быть в оппозиции, а тем более возглавлять ее 10 лет, прямо скажем, дело неблагодарное. Другой бы на его месте давно бы отступился, ушел бы на покой или соблазнился бы какой-нибудь высокой должностью. Принципиальность его такая, может быть, даже неуступчивость, может быть, в некоторых вещах. Многих это, может, и раздражает, что это как бы одно и то же, что он 4-й раз баллотируется. Я просто с сайтов я слышу, и, может, да, кого-то это и раздражает, хочется что-то нового. Но зато мы знаем его качество, и мы знаем, на что он способен. И ведь за 10 лет ни разу, те, которые первый раз за ним пошли, ни разу не разочаровались в нем. И все эти 3 раза и 4-й раз только прибавляются их количество, но никак не убавилось. Сам Хаджимба воспринимает свое нахождение в оппозиции несколько иначе. В этом смысле я счастливый человек. Меня окружали очень интересные люди. Мы многое сделали. Фактически создали основу политической партийной системы. Провели своих единомышленников в парламент. А там занимаемся плодотворной работой
остановили не один и не два опасных для Абхазии проекта. И главное, сохранили и приумножили доверие наших граждан. Накопленный опыт работы на государственной службе и в оппозиции не мог не сказаться на политических воззрениях Рауля Хаджимба. Он стал абсолютно командным игроком, умеющим ради интересов государства и общества договариваться даже с непримиримыми оппонентами, приходить к консенсусу. Впрочем, упорство и последовательность по-прежнему присутствуют у Рауля Хаджимба, иначе он не был бы таковым. Мы нуждаемся в объединении общества. Не в единомыслии, а именно в объединении. Видении единой цели, сверхзадачи. Это будет одной из самых главных моих задач. Достигнуть это можно только на основе консенсуса. Хочу подчеркнуть, консенсус это не когда идут на поводу, а когда умеют приходить к конструктивному решению. В июне 2013 года был создан Координационный совет, было подписано соглашение, что как бы в оппозиционном блоке мы начинаем свою политическую борьбу. Мы уже в лице новой власти видели о неспособности управлять страной. Из категории управленцев руководители переходили в категорию правителей. В принципе, коррупционная составляющая в нашей стране начала приобретать огромные масштабы. Криминогенная ситуация, не решались экономические вопросы, экономика страны вообще в упадке находилась, и с каждым днем все хуже становилось. Мы приняли около 58 обращений, заявлений в адрес бывших руководителей нашей страны. К великому сожалению, нас не услышали, и не было попытки даже какие-то контакты наладить с оппозицией, с политическими партиями, которые находились в оппозиции. Мы своему народу преподносили, на самом деле, как осложняется ситуация внутриполитическая в нашей стране. Конечно, за этот период Рауль Джумбович Хаджимб обозначил себя лидером, и мы его обозначили. Он обладал большим политическим опытом. Человек, который прошел, знаете, на самом деле трудный путь. И перенести на себе все это, и, конечно, не быть зрелым политиком, это просто не суждено было ему, в связи с тем, что жизнь его много мотала, много кидала, но тем не менее, он, как серьезный политик, созрел. И исходя из этого, все политические партии, организации, которые входили в Координационный совет, приняли единогласное решение о выдвижении его кандидатом в президенты нашей страны. Я, честно вам скажу, как представитель партии, наверное, тесно не поработав год с лишним, наверное, я Рауля не узнал. Как-то все время преподносил Рауля, что он чересчур хмурый, чересчур строгий, чересчур... А на самом деле он оказался душевным человеком. Его жизнь посвящена процветанию нашего народа, объединению нашего народа, чтобы не было деления народа на чужих и своих. Выбор состоит из двух, скажем так, вариантов перспектив для нашей страны, для нашего государства. Первое. Или мы поддержим тех, мы общество, которые идут от власти, или мы начнем строить новое государство, начнем менять. У меня сомнений нет, что единственная сила – это та сила, которую возглавляет сегодня Рауль Хаджимб. Это оппозиционный блок, состоящий из 12 оппозиционных партий и организаций. На время, когда выбирали одного политика, и лично его морально-волевые там, и качества, и личные качества вот, ставились в основу будущего вообще страны, это время прошло. Мы это время пережили, мы выросли из этих штанишек, извините за выражение. Нам надо уже жить по-новому, надо жить по-другому. Команда, подчеркиваю еще раз, Рауля Хаджимба, Виталия Габни, но они возглавляют эту ситуацию. Вот, и плюс мы все, которые стоим рядом, мы справимся с этой задачей. Это нелегко, но мы это сделаем. Увы, последовательное влияние групповых и личных интересов на политику государства довели страну до серьезного всеобъемлющего кризиса. У Абхазии большие внешние и внутренние долги, тотальная безработица, коррупция опухолью поразила весь организм государства. Наркомания и смерти на дорогах сводят на нет численность населения.
Нынешняя модель управления страной явно не отвечает запросам общества. Страна нуждается в кардинальных реформах. Перемены ждут все сферы жизнедеятельности государства, от политической, административной систем управления до преобразования в медицине, социальной сфере, образовании. Что такое реформы по Хаджимба? Это изменения, которые надо проводить вовремя. Или вы меняетесь, или вы уходите. Но если серьезно, реформа это не что-то разовое. Это постоянный процесс. Это законодательный процесс. Это реформа кадров, реформа управления. Все это должно происходить постоянно, а не от случая к случаю. Сегодня у нас на повестке дня в первую очередь реформа власти, перераспределение полномочий между ветвями власти, совершенствование выборного законодательства. Но для этого нужна политическая воля и решительность. Не будет смены декораций, не будет принципа «шило на мыло». Нам нужны и будут проведены именно системные изменения. В этой связи новому политическому руководству предстоит решить несколько непростых задач. Первое, на мой взгляд, это решительно преодолеть постсоветское беззаконие, в первую очередь коррупцию. Второе, провести реформу конституционную для стабилизации политической системы и управленческую для того, чтобы наконец применить современные методы ведения хозяйства. И кроме того, третье, тоже можно сказать реформа, может быть самое важное, собрать и наделить полномочиями профессиональную и молодую команду, ту команду, которая сможет повести в Абхазию на будущее. Для этого нужно немного: политическая воля, политический опыт, порядочность и доверие народа. Но это немного, при всем моем уважении, я вижу только у Рауля Хаджимба и Виталия Габния, у ребят, которые их окружают. Я доверяю им, я чувствую, что к ним тянутся люди, чувствую в них ресурс профессионалов и реформаторов, а главное – желание объединить людей. И то наследство, которое сейчас получает новая власть, потребует очень больших, серьезных усилий для того, чтобы выпрямить эту ситуацию и произвести необходимые кардинальные изменения в Конституции нашей, в законодательстве нашем, создать новую политическую систему управления страной настолько эффективную, чтобы жизнь людей стала лучше и безопаснее. Это, с моей точки зрения, в большей степени может сделать Рауль Хаджимб, потому что у него опыт работы на ключевых постах государственных. Мы знаем, он был председателем службы безопасности, министром обороны, премьер-министром, вице-президентом, и везде проявил себя принципиальным человеком. И что особенно, мне кажется, следует подчеркнуть, последние 10 лет вот этой политической его борьбы показали, насколько честно и принципиально он отстаивает интересы народа. Если говорить о том, что он уже трижды баллотировался, как многие хотят в упрек поставить, то я считаю, что это, наоборот, достоинство. Любая политическая партия, она должна участвовать во всех выборных кампаниях. Тем более такая ведущая политическая оппозиционная сила, которую возглавлял Рауль Хаджимб, Форум народного единства. Это участие в выборах, оно всегда показывает, насколько правильная политика проводится политической партией. Это возможность продемонстрировать свои программы гражданам страны. Даже тогда, когда политическая партия знает, что она не может выиграть эти выборы, она должна участвовать, потому что она должна посмотреть, где у нее есть успехи и где у нее провалы, и как корректировать дальнейшую свою работу, и определять, в конце концов, какой у нее электорат. Это и дело Рауль Хаджимба, естественно, как политический лидер оппозиционной силы. И это дало ему большой политический опыт. Я считаю это время очень трудным и ответственным, если так можно выразиться, вторым эволюционным этапом государственности.
когда от завоевания и осознания суверенитета надо переходить к его реальному наполнению. Кстати, должен сказать, что вот этот этап прошли не все страны, и сегодня они находятся в незавидном экономическом положении. Вопрос о том, сможем мы творчески развить наш суверенитет, он в том числе влияет непосредственно и на состояние нашей безопасности. Это вопрос в том числе и безопасности, потому что если вы слабые и голодные, всегда возникает соблазн вас поглотить. В том, что запрос на преобразование давно назрел и вышел за рамки риторических размышлений политиков, Хаджимба не сомневается. Он и его соратники последовательно все эти годы предлагают различные проекты реорганизации. Так есть ли запрос на реформы? На журналистском, экспертном уровне, на уровне общественных организаций, да и у простых людей из народа. Например, сформированные на общественных началах группы по реформированию Конституции, по экономическим преобразованиям. Или, допустим, если смотреть широко, тот же многотысячный сход. Это разве не запрос на перемены? Политики, в свою очередь, должны продемонстрировать решимость к реформам, и тогда вы увидите, сколько интересных людей с интересными идеями станут рядом с вами. Именно в такой созидательной работе куется цвет нации. И они смогут изменить Абхазию к лучшему. Ни секунды я в этом не сомневаюсь. Говоря о контурах той команды, которая способна провести эти реформы, Рауль Хаджимба явно выходит за рамки сугубо узкопартийных интересов. Он считает, что набор команды реформаторов по принципу «свой-чужой» лишь усугубит кризис. В такой маленькой стране, как Абхазия, деление противопоказано. Необходимо создать систему селекции, при которой талантливые, энергичные и чистолюбивые специалисты смогли бы реализовать себя на родине, а не стали бы гастарбайтерами на чужбине. У нас много талантливой молодежи с блестящим образованием и желанием помочь отчизне, и ей нужно предоставить шанс. В первую очередь в команде должны быть люди с опытом, профессиональные, молодые, прогрессивно мыслящие. Неважно, каких они политических взглядов. Если есть локомотив, значит, должен быть и состав. Команда – это не закрытый клуб. Ни за кем там место не будет забронировано. Нужны результаты, нужно качество работы и даже самоотверженность. В противном случае, конечно, будет проводиться ротация. Просто занимать должность за то, что ты чей-то брат, друг, никто не будет. С другой стороны, команда – это доверие и определенная свобода действий. Мы это уже проходили, когда решения без консультаций и экспертных оценок принимались одним человеком. Он действительно отличается от других. Сознательно идти во власть, то есть президенты, чтобы в дальнейшем ограничить свои полномочия, звучит на грани идеализма. Как правило, президентам всегда не хватает полномочий, а здесь наоборот, необходимо их урезать. Впрочем, по Раулю Хаджимба все достаточно прагматично. Это вполне осознанный шаг. Человек не может делать всего одновременно. Кроме этого, это вполне укладывается в современные концепции политического управления, когда власть более равномерно распределяется в обществе. Реформы часто бывают непопулярны. Это может коснуться и криминогенной ситуации, коррупции, и системы налогообложения, образования, экономики, даже наших родственных и клановых вопросов. Но если не сделать этого, то государство не сдвинется с места. Повторюсь, здесь нам понадобится решимость
поддержка команды и, что особенно важно, поддержка общества. Для того, чтобы вывести страну из кризиса, необходимо поднять реальный сектор экономики, создать налогооблагаемые предприятия, а для этого, помимо того комплексного плана, по которому нам помогает Российская Федерация, нужны еще инвестиционные программы, причем значительные. А они могут пойти только в страну с понятными правилами, где законы не имеют обратной силы и где коррупционная система сведена до минимума. Это является базовым условием для того, чтобы пошел приток капитала, без которого мы не справимся. На повестке стоит будущее нашей страны. Нам необходимо придать ускорение нашему государству. А для этого необходимо задействовать всю ту нашу молодежь, которая сегодня на 70% являются безработными и выброшенными с общественной жизни страны. Отсутствие реального сектора экономики влечет за собой все остальные вопросы, в том числе и демографии, и коррупционной составляющей. Растут внешние и внутренние долги. Мы стоим у развилки. Либо мы топчемся на месте, что далее мы себе не можем позволить, либо мы движемся вперед. Мы потеряли и так много времени, где далее времени на раскачку у нас попросту нет. Мы хотим объединить вокруг себя лучшие идеи, лучшие кадры. Только в реформах содержится наш задел на будущее. А отсутствие реформ – это путь в никуда. Именно эта команда готова изменить нашу жизнь. Надеемся в лучшую сторону. Именно эта команда говорит, что стране нужны реформы. Именно эта команда говорит, что нам нужны кардинальные изменения и преобразования. Поэтому я в своем выборе определился быстро и легко. Сегодня очень актуален тезис о консолидации нашего народа. И именно команда Рауля Хаджимба говорит о том, что мы должны быть все едины. Единство, лозунг, который был в середине 90-х, сегодня тоже очень актуален. Рядом с ним сегодня стоят абхазы, русские, армяне. Как мне кажется, это и есть показатель того, что мы едины. Мы должны быть едины, потому что перед страной стоят очень важные, актуальные задачи. Это не только один кандидат, это целая команда, которая готова взвалить на себя тот груз ответственности и изменить ситуацию в стране. Я поддержал Хаджимба, потому что он человек честный. Я уверен в том, что сегодня востребованы в нашем государстве честные люди, которые могут провести реформы в нашей стране, построив их на своем примере. Это человек, который может показать пример честности, пример отважности. Это человек, который 10 лет борется с властью, говорит правду в лицо властным структурам. И такие люди очень востребованы. Без них невозможно провести реформы, без них невозможно двигаться вперед, без них невозможно строительство нашего государства. Я верю в то, что Хаджимба может провести реформы. Он доказал все это своим жизненным путем. Он закалился в борьбе, в оппозиционной борьбе. И эта закалка – то необходимое качество, которое необходимо руководителю нашего государства. Это человек, который во все тяжелые времена был со своим народом и в войну стоял со своим народом. Уйдя в оппозицию, он ни на минуту не свернул с намеченного пути, хотя ему предлагали разные должности. Вы знаете о том, что он даже пошел на компромисс с Багапшем и стал вице-президентом. И все это говорит о том, что это человек, который способен совершить чудо, которого ждет от него народ. Рауль Хаджимба давно уже всем все доказал, даже своим оппонентам. Долгая политическая деятельность и ни одного маломальского пятнышка. Хотя ошибки, конечно же, были, но кто же их не делает? Тем не менее, в главном служении на благо своего народа и государства он всегда был непреклонен. Сейчас в обществе есть усталость, апатия и уныние. Как вернуть веру в будущее? Уверенность в своих силах. Рецепт, в общем-то, несложный. Нужно сформулировать и запустить новый абхазский проект. Новую концепцию национального развития. Не выживание, а именно развитие. Концепцию, основанную на работе профессиональной команды.
на точном понимании наших целей и задач. Я бы даже сказал сверхзадач. Дело не во мне. Президентство для меня не самоцель. Стране нужны перемены. И мы должны сделать так, чтобы они обязательно наступили. Sabzer geçer şön bakır. Da di da di ha.